Калісьці фестываль пачынаўся з 10 тэатраў. Сёння з 60 заявак адбіралі самых-самых, а ўрачыстае адкрыццё ператварылася ў сапраўднае гарадское свята. Упершыню ў калоне мотапарада ўдзельнікі тэатральных калектываў з Беларусі, Расіі, Эстоніі, Украіны, Германіі і Літвы. А чырвоная дарожка і бурныя апладысменты натхняюць на перамогі. Упершыню на фестывальнай сцэне пройдуць пастаноўкі на нямецкай і літоўскай мовах, а разнастайнасць жанраў здзівіць нават самага спакушанага тэатрала, абяцаюць арганізатары. Расширились жанровые рамки. У нас появились моноспектакли, музыкально-поэтические спектакли, пластические спектакли. То есть диапазон жанров самый большой. Есть комедии, есть водевили, есть детективы. Сярод запрошенных коллективов як уладальники шматликих театральных узнагарод, так и новички. Здесь всегда собирается какая-то очень такая мощная консистенция хороших театров. И очень большая радость в том, что театры не только из России, но и из ближнего зарубежья, что достаточно большая редкость даже у нас в Петербурге, как ни странно, в культурной столице театральной. Спектакли вообще всегда здесь очень сильные. Мы всегда смотрим с удовольствием и находим какие-то очень интересные для себя моменты. У складзе журы беларускія і расійскія драматурги, рэжысёры, акцёры. Несумненна будзе гран-пры і асноўнай намінацыі адкрыццё года. Лепшая рэжысура, лепшая мужчынская і жаночая роли і іншае. Это же очень расширяет представление о том, какой детский театр разнообразный и как по-разному им занимаются в других странах. Очень интересно посмотреть на то, как сегодня понимают театральный процесс такого очень самостоятельного уже направления в искусстве, которое называется театр, в котором играют дети. Потому что это нельзя назвать ни в коем случае, я полагаю, любительством, поскольку с этими детьми работают профессионалы, и которые решают одновременно очень много разных проблем, и творческих, и педагогических. То, что подобные фестивали стали з'являться в регионах, сусветная тенденция, и это правильно, отзначают профессионалы. Мы часто ездили по фестивалям чужим, и нам, в общем-то, было обидно, что есть многие интересные вещи, которые видим мы, но не видит наш зритель, не видят даже наши актеры, которые там не могут поехать на фестиваль. Поэтому мы решили, чтобы фестиваль пришел к нам, потому что нельзя вариться в собственном соку, чтобы повышать свое мастерство, чтобы видеть новые тенденции, веяния. Ну а чьи театральные сусветы на гэты раз станут пераможными, стане вядома 24 красавіка. Ольга Гутовская, Алиса Грыгарчук, Юрий Титоў, телерадиокомпания «Брест».